Глава Башкортостана Ради Хабиров в рабочей поездке по Уфе. Отправляемся на улицу Амантая разбираться в жалобах одного из активных пользователей соцсетей, члена Совета по правам человека при главе Республики Башкортостан Виля Тухватуллина. Вот что беспокоит жителей? Жителей у нас нет, во-первых, Сбербанка там, предположим, почтовое отделение у нас далеко получается. Вот почтовое отделение у нас ближайшее, вот где вот как раз парк делается, там. А вот в смысле, а это нужно где-то вот, ну вот в смысле вот здесь вот где-то, вот, да? Вот тут внизу. Если вот здесь не получается, хотел бы, конечно, вот здесь бы. Вот здесь-то просто, я узнаю сегодня, сейчас главе позвоню. Вообще мы в прошлый раз комиссионно смотрели, вот видите, проход есть вот, тротуар, вот здесь как бы облагородить, сделать, потому что у нас кругом здесь детские площадки, видите, кругом. А вот в этом году там, не знаете, вот в этом районе новые дворы делаете? Дворы нет. Вообще нету сада, да? Вот по нашей программе нет? По вашей программе нет. Это вот потому что я вижу, это старое еще. Это старое все, да. Ну тут сколько тут? Тут довольно-то живет много, и там еще стройка идет. Да, у нас, да. Здесь у нас молодежный как микрорайон, видите. И парк. А спортивное что? И спортивное ничего нет. Первый, вот этот участок напротив школы, выяснить природу. Можно ли здесь, если детсадик, это обязательно держать птицы, он нужнее. Первое. Конечно. Второе, значит, почта и Сбербанк, я посмотрю, с почтой переговорю, у них там свои расчеты, если есть, обязательно посадим почту, а со Сбербанком да. Вот это все бытовое, наверное, сейчас субботники пойдут приберете. Ну, мы здесь вообще убираемся с жителями дома. В прошлом году мы выходили, мы здесь все убрались. Вот в этом году мне администрация Кировского района сказала, что здесь субботник проведут. Вот. То есть они всегда навстречу идут, Эльвир Мазгатович всегда слышит. Да, он работает, он. А вы с какого года здесь живете? Ну, третий год живем. Третий год живете. Да, вот тут. Вот это, да? Да, у нас вот здесь сад открыли, на котором там Райфович, это вот из того дома вам Виль пишет все время в Да. соцсетях. Вот про этот переход. Вот про этот переход. Самый активный пользователь. А насчет наименования Мугима Нагаева, он же у нас в этом доме живет. Смотри, вот какая самая большая вещь. Вы же хотите здесь, чтобы... Да. Вот будет 50, где-то 30% людей, которые скажут спасибо, а 70 будут проклинать. Ну, да? Да, зачем? Вот лучше Мы же хотим как бы сделать его назвать гвардейским. Лучше нет, лучше по-другому. Вот если сквер вот этот сделаем, назовете сквер, улицу, потому что менять адреса, у людей разлаживаются контакты, потому что любая смена, у нас нету новой улицы. Мы не про улицу, мы именно сквер Не, если сквер сделаем, но только его сделать надо. Ну, сделаем, надеюсь. Нет, вопросов нет. А если здесь будет садик, трогать место не будем. Это важнее. Да, конечно. Но если вот тут разлом есть, как говорите, и там геология не позволяет, тогда мы в этом году прям спроектируем и сделаем. Договорились? Все, мы поехали. Спасибо. Берегите себя. Райфович, один из самых активных блогеров у вас, самый больше всего пишет, и вы приехали к нему навстречу, сами решили, как так? А я, знаете, вот к нему очень с уважением отношусь. Как и к другим? Как и к другим, но он очень, скажем, такой, не дает покоя ни мне, ни моим коллегам, но он очень справедливый человек, и там, где мы делаем правильно, он говорит правильно, там, где неправильно, он говорит неправильно. Вот с такими людьми я всегда буду работать. Вы могли бы отмахнуться? Ну как отмахиваться, зачем? Они нам помогают, это наши помощники. Я через него очень многое узнаю. Все равно все-таки я же должен получать разную информацию. А вот такие, действительно неравнодушные люди. Удивительный просто человек. Именно поэтому я его пригласил в Совет по правам человека. И, вот так. Конструктивные предложения? Конструктивно. Единственное, он предлагает здесь сквер. Посмотрим. Так-то по плану здесь стоит садик. Если садик не получается, если геология не позволяет, тогда сквер сделаем. И в этом году... Здесь же у нас еще Мугин Нагаев проживает. Вы помните, мы... Через дом. Да, через Дон. Наш герой, и мы очень дорожим его именем. Спасибо. Следующий объект рабочей поездки Ради Хабирова по Уфе – индустриальный парк «Уфимский». Он находится на подъезде к микрорайону Шакша. Концепция индустриального парка «Уфимский» – создание на его территории участков различного производственного назначения и зон для размещения инфраструктурных объектов. Это все сотрудники корпорации, строители дипломированные, а это подрядчик.
Производственное здание «Радиохабир». Каждое здание площадью 9300 квадратных метров, плюс административные корпуса по 2000 квадратных метров. Между ними столовые для рабочих 450 квадратных метров. Свои парковочные места для грузовых автомобилей на 20 машин и на 80 автомобилей, легковых автомобилей. Вот. Сейчас на сегодняшний день уже полностью разработку грунта, выемку грунта сделали, забили сваи, осталось 28 штук. Вот да. Они стоят вот так вот, да? Или Да, как? вот мы здание поставили, чтобы вам... А второе где будет стоять? Второе вот, пока только пробные сваи контрольные забили. Свайное поле под производственный комплекс полностью закончили. Под ДБК осталась только часть, это там у нас ниже отметки 0 будет техническое помещение для узла управления. Чьи будете использовать? Металлоконструкции? Вот тут не сэндвич-панель, наверное, или как? Да. А чьи будете использовать? Нет, понимаю? У нас сэндвич-панели, Да. ну, может быть, нефтекамские, мы пока выбираем подрядчика. Не, ну смотрите, давайте делайте здесь, чтобы это было наше производство, ладно? Ладно? Башкирское. У нас полно же делают. Поищите по цене, поторгуйте. Здесь кранбалка будет, так? В каждом здании предусмотрены кранбалки по 10 тонн на каждый пролет. А коммуникации уже все здесь, да? Инженерные коммуникации основные мы все внеплощадочно уже проложили, осталось только внутри площадки выпуска В сделать. прошлом году осенью все проложили. А уже, да? Да, мы уже на сегодняшний день сдаем эти сети. Вот для электроснабжения 3 ТП поставили на 4,5 мегаватта. Здесь у нас 4 резидента предусматривается. Вот подстанция Гвардейская отдельно стоит. Ее тоже буквально в течение недели запустили. Значит, подали напряжение здесь. Ну, а когда объект сдадите? Ну, по срокам у нас 10 ноября стоит. Но по желанию заказчика стараемся ускоряться. Ну, стараемся в ближайшие укоротить сроки. Ну, это реально, да? Мы Да, работаем реально. с 3 смены сейчас. Резиденты будут? У нас резиденты все уже есть. Уже есть, да? да? У нас 100% уже занято. Вот Уже Артем, да. управляющий. Компания, да. Вот уже практически все эти, Да, да? уже под все площади резиденты найдены. Мы уже с двумя заключили предварительное соглашение, когда в Москву направляли документацию. У нас уже соглашение есть, на всю площадь у нас резиденты имеются. 4 резидента, компания УТЭКа, Армастил, Ронис, метисы будут производить, и Завод компрессорный завод. Здесь федеральных денег сколько? 383 миллиона рублей. А вся стоимость сколько получается? 750 миллионов. 752 миллиона рублей. 7 миллионов региональная часть, 293 наша часть, и 97 миллионов это средства резидентов. Ну, мы их хотели попросить на БК и на столовую, чтобы они вложились сами. Потому что, ну, квадратный метр, Радий, получается 26 тысяч. Ну, а вообще вот потребность в таких объектах есть в республике? Есть, да? Очень. Да, ждут на Ждут самом вот деле, это, да. Ждут у нас уже практически заполнено. В Благовещенске ждут. Тоже, да? Шипаево очень сильно ждут. Там сельское население, они хотят агропромышленный комплекс. Ждут, наблюдают, как строительство идет, потому что первоначально заходят, например, они там говорят, нам 3000 квадратных метров, а если все хорошо, мы увеличимся там еще столько же. В общем, есть А вы в спрос. 2 смены работаете, в 1 смену? Сейчас в данный момент технологический процесс не позволяет 2 смены работать. Сейчас Сборка начнется, будете уже в 2. У них удлиненный рабочий день. пока солнце Понятно. Ага. последнего работы. Мы в этом плане еще жестко контролируем их с Москвой, потому что мы графики строительства отправляли, они все будут следить, как осваиваются федеральные деньги, это все четко, там контрольные точки нужно соблюдать. У нас сейчас по той оси, вот по первой уже опалубка собирается под ростверки. Ну, вот часть уже собрали. Здесь идет обваловка фундаментов. А если вовремя не сдаст, Тимур
Вы мне только вот, пожалуйста, я сюда еще приеду. Вот все-таки основные элементы давайте башкирского производителя. 100%. Ладно, потому что, Потому что тут цемент, арматура. ну нет, вот панели, чтобы не получалось. Вот металлоконструкция, это еще понятно. У нас, говорят, металлоконструкции пока не делают те, которые вам подходят. Это Здесь ж они сами будут делать. сами? Ну тогда у себя все. прямо. Тогда так. Ладно, хорошо. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Владимир Федорович, а что за индустриальный парк такой? Это вот мы с корпорацией развития вместе делаем индустриальный парк. Самое главное, что нам удалось, что мы с Министерством экономического развития России получили федеральное финансирование. Понимаете, вот это важно. Мы же не можем все строить за свой счет. А здесь существенная поддержка федерации была. Индустриальный парк. Здесь вот будут новые производства. 4 резидента. Да, уже есть резидент. Спасибо. Один из резидентов индустриального парка Уфимский – Нафиков Ильгиз Салимович. Его предприятие занимается производством фурнитуры для надувных лодок. Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом объекте. Здравствуйте. Здравствуйте. Это наш. Вот молодой человек. Здорово. Ну что, покажете, что делаете? Он и его отец. Вы резиденты наши, да, получается? Да, все верно. Здесь у нас производство комплектующих для надувных изделий, лодок. Вот. То есть комплектующие для лодок, да? А где лодки сами собирают, клеят? В Уфе достаточно в Уфе. фирм, которые это делают. Вот так. Ты пока показывай. Объясни. Здесь линии разные для, так скажем, шлангов производства, других изделий из пластмассы. Закупаем пластмассу, в принципе, в Уфе, Фарсинтез, Ишимбай, заводы. Вот. Работаем, в принципе, по всей России. Интересно. Продукцию всю у них забирают. У них проблем с этим нет. Да, у нас, в принципе, проблем нету. Сейчас как бы период такой, то, что возможен паводок, лодки нужны. И вот, соответственно, если у них все будет хорошо, и у нас все будет хорошо. Мы связаны с ними как бы одной цепью. Потом просят, чтобы с понедельника дали возможность ему работать. Но мы, в принципе, практически многим дали. Вы отработали с мэрией, соответственно, наши. Да? Самое главное, смотрите, вот мы там как договорились, пропуск установленного образца у вас, ваших работников, должен быть с указанием времени. А сколько у вас работает здесь? Здесь 33 человека. 33 человека, да? Работают мужчины, женщины, да. Здесь как бы станки, они в круглосуточном режиме работают, по графику люди, соответственно, в выходных. А давно вот вы вот этим занимаетесь? Мы сюда, нет, так-то давно, то есть уже сам 10 лет. Да, сюда мы переехали в 2017 году. Вот как все построились. Условия комфортные здесь? Здесь, да, здесь как бы большой плюс то, что мы приехали и построили то, что нам надо, под наши потребности, под наши цели. Вот это вот как бы, вот. Как бы вон сзади земля, она как бы тоже под будущее, если все будет нормально, там в дальнейшем, возможно, появятся дальше такие боксы, где можно будет организовать производство. Смотрите, если какая-то помощь нужна, вы там, вот Александр, скажите вам, приходите на инвестсовет ко мне, давайте посмотрим. Если хотите развиваться, давайте мы поможем, чем поможем. Мы там действительно что можем? На закупку оборудования технологического можем вам субсидировать существенно, то есть денежку какую-то. Поэтому посмотрите, всегда готовы вот таких ребят. Так вот они отстроились, кредитов они не брали только за счет собственных средств. Ну, так нет, мы можем помочь вам и с кредитами, но мы компенсируем вам эту ставку кредитования, и очень комфортно будет. Приходите, вот как надумаете, да, Александр, да. Приводите. Понятно. Завершается рабочая поездка Ради Хабирова по Уфе в парке Первомайский. Его начали благоустраивать в 2019 году. За это время уже расчистили и углубили пруд, обустроили пешеходные и велодорожки, смонтировали освещение. Ну что, как? Начали разборку площади ДК уже подборные стенки устанавливаем. Вокруг озера уже начали амфитеатр собирать, декинги и стены. Вчера, позавчера уже Горзелимхоз начал посадки деревьев. Сегодня просто они перебросились на журавли, мы работали.
Освещение начали уже опять столбы устанавливать. Полным ходом начали работать. Весь материал закуплен аж до августа месяца. Вы когда сдадите? Если форс-мажора не будет, то даже пораньше сроку. Срок у нас 1 ноября, но мы постараемся к октябрю даже, да, чуть пораньше. Давай. Видите, пока вот снежные эти там у нас из-за этого не можем выкатывать. А это подготовили тоже под брусчатку, да? Да, не, это чисто временное, что грязи не было, по-любому ходим. А так все, ждем, чуть-чуть высыхает. Все тропинки у нас готовы, в щебне, в этом, в песке. Народу хоть и наполовину, потому что кто приезжал, остальные все тут и работают. Вот это амфитеатр уже бетон делали под бетонку, да. Они будут лиственницы, все это 4 ряда так аккуратно. И тут вот будет это, габионы собирали, сверху такая будет общая большая лавочка, можно сказать, чтобы народ сидел. И спереди поручень, ну, хотим стеклянное. А вот это вот где для новобрачных, вон там что-то будет? Вот да? там, вот большая арочка. Если есть буквально 2 минуты. Ну, пойдем? Сейчас мы вам покажем по сцене конструктив, уже визуализация, договор заключили, чтобы уже на следующей неделе приступать. Собачья площадка, как вы сказали, один для маленьких собак. Да, и вот тот уже почти установили, а это уже заказали. А ЗАГС где у нас? ЗАГС внизу. Там это, аллея оттуда начинается. А это да. просто... А это просто все вычистили. Храните аккуратно, свободно, открыто. Питание подключили, освещение есть вечером. Это сделали специально для людей Да, с для маломобильных ограничениями. групп, да. И у нас в таких местах, во всех ходах будет такие, где у нас лестница будет и для маломобильных. Освещение, все это и зимой работал, то есть народ ходил, сейчас, естественно, ограничения. Полиция стоит, так не пускают. Для работников все условия. Антисептики, температуру мерить, все в масках. А сколько человек здесь работает? Вчера, допустим, 34 было. Ну то есть вы там полным ходом работаете? Да, полным ходом. Это вот так вот будет, да? Да, родной. Тут вообще будет эта лавочка, лиственница. Тут отсюда лестница, там лестница. Ну, очень красиво будет. А что они делают вот это? Это оттуда большой поток воды идет сюда, там асфальтная большая площадка. И вот вся эта вода сюда, поэтому подпорную стенку. Вот амфитеатр же, да, Да, площадь? вот так до конца, вот до желтой этой, амфитеатр, 4 ряда, вот так. Тут лестница и общий вот круг стеклянный. Это снутри фонтанчик поставим, аккуратненько. На 1,5 поднимем уровень воды. Я думаю, Ну да. через 2 месяца максимум тут вот этот ансамбль будет готов. И тут 2 кольца тут для новобрачных, очень большие, 8 метров высотой оно, освещенное такое. Местный завод изготовитель. А кто делает? Ой, не скажу организацию. Парень вот. Белебее, по-моему. Райфович, а куда мы идем? Скажите, Мы пожалуйста. хотим лавочки посмотреть, какие будут. Здесь штаб у вас? Да. Во. Ух ты. Да, красиво. Они очень красивые. Это все лиственница, там цветочник. А где делают это? Андрей Гаушич, где это делают? Это на местном заводе. Это у нас сцена. Вот там на открытом. А это разве вот где этот амфитеатр, да? Да, нет, это напротив амфитеатра, правильно? Ага. То есть, если сидеть в амфитеатре, то мы будем видеть именно эту сцену прямо через пруд. Я понял, чтобы там концерт есть, да? И производство Вот местное. откуда вы зашли, вот эту спортивную площадку разбираем. Так уже, вот уже заказали все это тренажеры.
Ради Фаридович, в субботу вам точно не сидится в кабинете? Я сегодня до обеда провел 2 совещания по коронавирусу. И это такие непростые совещания. И просто чувствую, что, знаете, надо где-то энергии набраться. А энергия набираюсь там, где есть созидание. И поэтому вот выехал, у меня несколько точек сегодня. Я действительно радуюсь, и действительно какие-то у меня силы появляются, когда я, несмотря на что, вижу, что все-таки жизнь продолжается. В нашей программе мы выдерживаем парки, дворы. Вот, ну, собственно, это какое-то мое самолечение, наверное. Ну вот я признаюсь телезрителям, как организовалась эта поездка, звонок, выезжаем. Мы внепланово, вот на совещании планировали, никаких там ни сапог нету, ни ботинок специальных. Вы действительно без особой подготовки, вот кто был, без дополнительных машин, без дополнительного сопровождения. Не надо, это всегда мешает. Но это нужно иногда для Да, работы. Вот я еще раз говорю, что понятно, сейчас не очень разумно слишком часто ездить и отвлекать людей. Все-таки мы режим самоизоляции проповедуем и боремся за него. Все это непросто на самом деле, но еще раз говорю, что жизнь продолжается, жизнь, более того, будет идти. И я вообще настроен на то, что, дай бог, мы выберемся из этой всей тяжелой истории, и надо будет резко стартовать. Вот об этом забота сейчас. Как Первомайский? Ну, Первомайский – это один из лучших парков будет, поэтому я сюда и прихожу. Спасибо. Будем ждать.